Это актуальное интервью в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Новые парки, набережные, площади, места отдыха появляются в республике благодаря победам во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Якутия – один из лидеров страны по количеству выигрышей в федеральном конкурсе. Подробнее о конкурсе, подготовке городов и сел к очередному состязанию мы сегодня и поговорим. Гостья у нас в студии Ирина Маркина, руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето Якутия». Ирина Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, республика снова готовится к участию в федеральном конкурсе. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о конкурсе, его целях и основных задачах. Всероссийский конкурс проводится с 2018 года, и он направлен на создание и развитие комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Но в прошлом году впервые прошел всероссийский конкурс для муниципалитетов Дальневосточного уже федерального округа, в котором впервые могут участвовать поселения, не имеющие статуса города, с населением от 5000 человек, а также города до 250 тысяч человек населения. И сумма гранта составляет от 50 до 300 миллионов рублей на реализацию в зависимости от численности населения. А также отрадно, что в этом году президент нашей страны продлил всероссийский конкурс до 2030 года. Всего за 5 лет проведения конкурса было определено 800 победителей, и 50 миллиардов рублей было направлено именно на реализацию из федерального бюджета. А какие города и села принимают участие уже в этом году и собирают заявки? Как раз-таки наш Центр компетенции содействует в подготовке конкурсных заявок. И в этом году готовы участвовать 11 муниципалитетов. Это такие города, как Таммот, город Нюрба, Алёк-Минск-Ленск, поселки Нижний Бестях, Хандыга, Махсагалох. И сельские поселения — это Кёль, Амга, Намцы и Чурапча. Из чего состоит конкурсная заявка? Что за документ, простыми словами, нужно обязательно учесть участникам? Конкурсная заявка — это вот основной документ, который формирует уже муниципалитет, чтобы претендовать на победу в конкурсе. И сама конкурсная заявка состоит из 5 разделов. Это разделы, которые по земельному участку, по территории, по документации. Это первый раздел. Второй раздел — это выбор обоснования места, это значимость территории в контексте города, а также раздел по вовлечению населения. Это очень важный раздел, по которому больше всего баллов выдается. Почему? Потому что важно учитывать мнение жителей, потому что их пожелания, их предложения будут учтены уже в проектных решениях. Собственно, это раздел «Архитектурные решения», где прорабатывается дизайн-проект архитекторами. И есть такой раздел, как «Экономика». Это уже раздел, который отражает будущие эффекты счастья от создания данного проекта. А какие результаты были в прошлом году и когда они реализуются? В прошлом году всероссийский конкурс для Дальневосточного федерального округа он прошел 2 этапа. Мы подавали 11 заявок в первом этапе, и у нас было 5 побед. И во втором этапе мы подали уже 14 заявок, также 5 побед. Значит, всего у нас 10 побед. Это 900 миллионов рублей. Это один из самых лучших результатов по Дальневосточному федеральному округу. И в этом году нам предстоит реализовать такие общественные пространства, как пешеходная зона улицы Орджоникидзе в городе Ленске. Это бульвар имени Шамшина в поселке Жатай. Это благоустройство набережной озера Мюрю в Барагонцах, сквер имени Барахова в Верхневилюйске, также площадь Победы в селе Бердигистях, благоустройство общественной зоны «Путь к Победе» в селе Мая, набережная «Поющие пески» в городе Вилюйске, площадь Победы в городе Среднеколымске, а также городской парк в Мирном и культурный парк в Нерюнгри. Ну и для наглядности давайте приведем примеры того, что уже было сделано, реализовано, где сейчас уже люди посещают, смотрят и ходят. Можно назвать и самые масштабные проекты. Конечно, самые масштабные проекты в городе Покровске. Это набережная реки Лена, который в прошлом году у нас прошел, 2 года назад, прошел праздник Угукту, это день ледохода. Также в прошлом году был реализован Покровский бульвар пешеходный.
В городе Нюрба был прекрасный парк реализован. Это восстановление городского парка имени Васильева. В этом году архитекторы из Якутии снова участвуют в лидерской программе «Архитекторы.рф», попав в топ-100 финалистов во всей стране. В их числе и вы. Поздравляю. Спасибо. Что для вас значит участие в этой программе? Участие в программе, конечно же, это расширение кругозора, это повышение компетенций, это новые контакты, новые связи, которые помогут мне в будущей деятельности. Также сама лидерская программа, она проходит 4 модуля. Вот первый модуль недавно завершился. Это был ознакомительный модуль. Мы там познакомились со всеми 100 участниками. Каждый презентовал себя, немного рассказал о себе, о своей деятельности. Мы познакомились с нашими тьюторами будущими. Это наши наставники, авторы брифа нашего проектного задания, над которым мы будем работать в течение полугода. И я выбрала очень актуальную и интересную тему. Это адаптация городов к климатическим изменениям. Вот. Второй модуль ожидается у нас в июне. Это будет межрегиональный практикум, то есть выездной. Мы посетим разные города нашей страны. И третий модуль — это будет международный. Например, в прошлом году участники выезжали в Китай. В этом году пока нам не раскрыли тайну, куда мы поедем. Вот. А 4-й модуль — это уже завершающий модуль, который пройдет в Москве, и мы презентуем наши проектные работы перед комиссией. Итогом станет диплом о повышении квалификации. Действительно, тема очень актуальная, да, особенно с нашим таким климатом. Скажите немножко так вкратце, что вы там презентовали, что предлагаете в своем проекте? Мы только начинаем. У нас первый этап — это исследование. Мы будем разрабатывать проектные решения. Скорее всего, это будут рекомендации для городов по Дальнему Востоку. Когда начнется сбор заявок и будут объявлены победители всероссийского конкурса? По постановлению конкурса сбор заявок определен до 24 июня этого года. Но в начале июня мы должны уже сформировать конкурсные заявки, перепроверить их и представить на республиканскую межведомственную комиссию, которая уже даст допуск, добро на участие в конкурсе. И где-то до 20 июня мы должны будем доработать наши проекты и направить их уже в Москву. А сами итоги конкурса обычно определяются на Всероссийском форуме «Среда для жизни», который проводит Министерство строительства Российской Федерации. Обычно это бывает в конце августа. Я знаю, что для того, чтобы победить во всероссийском конкурсе, нужно обязательно сбор голосов от населения. Насколько активно участвует наше население? Наше население в этом году проявило себя очень активную позицию. Эти все голоса учитываются при конкурсной заявке, то есть они, получается, дополнительные материалы к нашей конкурсной заявке. Например, те, кто голосовал в прошлом году за благоустройство, в этом году, уже проработав конкурсные заявки, учитывают эти голоса и будут участвовать в конкурсе. В этом году Якутск также участвует. Немножко расскажите о проекте. К сожалению, Якутск не может участвовать во всероссийском конкурсе, но он участвует в региональном нашем конкурсе по федеральной программе формирования комфортной городской среды. И в этом году у нас ждет реализация в городе Якутске 3 больших общественных пространств. Это набережная Романа Дмитриева, это городской пляж. Наверное, все уже видели, что там ведутся работы. Также площадь Ленина, которая обустроится по нашим расчетам к концу года. Возможно, к Дню города мы откроем новую обновленную площадь Ленина, и также озеро Сайсары будут облагорожены вокруг Триумфа. Ну что ж, спасибо большое, что пришли, уделили время, ответили на наши актуальные вопросы. Тема действительно очень актуальная, так как благоустройство — это всегда очень здорово. Ну что ж, я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». В студии работала Марфирина Алексеева. До новых встреч в эфире.